Буквально на днях представители Министерства по курортам и туризму и нескольких туристических фирм Абхазии приняли участие в международной выставке «Путешествия и туризм МИД-2016» в Москве. Мероприятие входит в пятерку крупнейших экспозиций мира. Подробнее о том, как прошла выставка, вообще о проблемах туристической отрасли Абхазии и предстоящем курортном сезоне мы поговорим сегодня с заместителем министра по курортам и туризму Астамуром Ахба. Астамур, здравствуйте. Вы возглавили делегацию, которая недавно побывала в Москве. Расскажите, пожалуйста, что это за выставка и какой масштаб у этого мероприятия? Здравствуйте. На самом деле мы делегации приняли участие на международной выставке, которая проходит уже в Российской Федерации 23 раз. Ранее тоже нам предлагали принимать участие единым стендом, консолидированный стенд сделать в Республике Абхазия, туда пригласить наших туроператоров и соотечественников, те, которые проживают в Российской Федерации, непосредственно кто занимается турбизнесом. Но в этом году мы получили приглашение от международной выставочной компании IT и международной выставочной организации, международная туристическая организация, которая называется МИД-2016. Также называется «Путешествие и туризм». Мы на этой выставке забронировали 30 квадратных метров площади. На этой выставке мы соорудили стенд. Стенд, можно сказать, был похож на Гагаринскую колоннаду. За государством Республики Абхазия были закреплены квадратные метры, где была создана площадка, где могли все участники туриндустрии могли приходить и обсуждать вопросы развития туризма, как можно сотрудничать с туристическими предприятиями, которые находятся на территории Республики Абхазия, и с коллективными средствами размещения. К нам обращались разные телеканалы с предложениями для дальнейшего сотрудничества, чтобы мы могли рекламировать наши курорты. Данная выставка, конечно, для тех, кто непосредственно занимается организованными турами. Но те услуги, которые нам предлагали телеканалы, это уже непосредственно будет работать для привлечения индивидуальных туристов. Такие площадки вообще какое значение имеют для продвижения нашей республики, для рекламы, для имиджа нашей страны? Первым долгом это имиджевая политика развития туризма Абхазии. На этих площадках могут встречаться представители разного уровня бизнеса, то есть деловые встречи. На этих площадках можно находить инвесторов, предлагать определенные кластеры, которые надо развивать на территории Республики Абхазия. Но если даже мы будем говорить о транспортной логистике, мы сегодня знаем, у нас аэропорт не работает, не в том состоянии находятся наши железнодорожные вокзалы, порты. На этих площадках можно привлекать инвесторов, те, которые могут выступать на территории Республики Абхазия, те, которые будут вкладывать инвестиции в развитие инфраструктуры Республики Абхазия. Также на данной площадке люди приходят, изучают, что из себя представляет турбизнес Республики Абхазия, инфраструктура. Но многие также, хочу сказать, что люди, которые отдыхали, приходят на эти площадки, рассматривать, что нового появилось за последнее время. То есть туристы повторяются, они могут... Интерес есть к стране, да? К стране из года в год увеличивается интерес к Республике Абхазия. Со страховыми компаниями, да, Российской Федерации на определенном уровне ведутся переговоры, но многие проявляют интерес к медучреждениям Республики Абхазия. В какой форме они могут сотрудничать с нашими медучреждениями? Так как у нас из года в год, можно сказать, уже больше 1 миллиона людей посещают наши курорты, объекты показа, их надо страховать. Вы понимаете, в туризме рисков тоже очень много. Туристы, когда отдыхают, кто-то какие-то болезни переносит. Для того, чтобы своевременно и качественные медицинские услуги, чтобы получать, туристы страхуются.
и страховые компании хотят иметь здесь ассисторские компании, то есть сервисные центры. А сервисные центры уже непосредственно заключают договора с медучреждениями. Но закона же нет пока о медицинском страховании. Можно ли сейчас об этом говорить? Ну, сегодня вопрос стоит до принятия закона о медицинском страховании между страховыми компаниями и медучреждениями принять, ну, как сказать, как предмет договора или соглашения о сотрудничестве, то есть для того, чтобы могли финансовые переводы какие-то, чтобы осуществлялись, и чтобы медучреждения могли получать деньги для того, чтобы оказать помощь туристам. Еще я знаю о том, что в этой выставке приняли участие представители из 180 стран. И все-таки среди такого разнообразия Абхазию заметили. Я знаю, что вы получили приз. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Но мы в этом году тоже постарались показать красоты Республики Абхазия. Как-то ярко выступили. Организаторы оценили наш стенд и нас наградили, то есть кубком, который называется «Яркий дебют». До начала курортного сезона осталось совсем чуть-чуть. И нам интересно, как идет подготовка к началу курортного сезона. Подготовка к курортному сезону начинается у нас с 1 января. С 2010 года по 2015 год был принят план мероприятий по подготовке к курортному сезону. На сегодняшнее время этот план обновлен. В ближайшее время этот план будет утвержден в Кабинете министров. Но в соответствии с старых планов мероприятий работы ведутся. Это по повышению квалификации экскурсоводов, инструкторов. В ближайшее время мы будем встречаться, уже вели переговоры с нашими коллегами, то есть которые непосредственно занимаются туризмом в Краснодарском крае. Мы будем обсуждать вопрос пересечения российско-абхазской границы. В прошлом году мы встречались с нашими коллегами, нам удалось, и руководству страны удалось договориться, чтобы на пункте пропуска МАП Адлер создать дополнительные условия. То есть, если мы будем брать терминал пешеходный, если будем рассматривать, то там всего 14 кабин. Но внутри, где осуществляется паспортный контроль, сидели по 2 человека. То есть, можно сказать, вместо 14 у нас было 28 пунктов пропуска. И в этом году ряд вопросов по направлению границы, как своевременно можно пересекать российско-абхазскую границу, так как мы уже мониторим ситуацию, мы понимаем, что в этом году потоки увеличатся. Ведутся работы также по восстановлению инфраструктуры городов и районов, по пляжным зонам. На сегодняшнее время также готовятся и подготавливают объекты размещения, коллективные средства, руководители коллективных средств размещения. Мы знаем о том, что в прошлом году в Гагре были проблемы с подачей электроэнергии и питьевой воды. Эти проблемы будут решены к началу нового курортного сезона? Мы с президентом обсуждали вопросы, непосредственно связанные с коммуникациями, с электричеством, с водопроводами. Президент уже дал соответствующие указания службам, а службы непосредственно занимаются решением этих проблем. На сегодняшнее время, насколько я информирован, в Гагрском районе, то есть дополнительно идет прокладка новых линий электропередач для того, чтобы Гагрский район разделить на 2 зоны, как-то снять нагрузку. Вы понимаете, в последнее время на территории Гагрского района появляются такие коллективные средства размещения, которые называются мини-гостиницы. То есть эти мини-гостиницы в основном строятся на территориях, где располагались индивидуальные средства размещения. Работа ведется для того, чтобы улучшить и без перебоев
передавать то есть электричество, чтобы потребители могли пользоваться. А касаемо водопровода, на стадии завершения, насколько нам известно, думаю, что эти проблемы не будут в Гагрском районе. Как известно, климатические и природные условия Абхазии уникальны, и в первую очередь это влечет сюда отдыхающих. Но не все оказываются довольны сервисом. Давайте посмотрим, что пишут некоторые из тех, кто отдохнул в Абхазии в интернете. В общем-то, довольных тоже достаточно, но есть и те, кто оказываются недовольны отдыхом в Абхазии. Что делается вот в этом направлении, чтобы вот избежать таких моментов неприятных? Ну, сказать, что у нас все хорошо, со всеми проблемами как-то, все проблемы мы решили, это неправильно будет сказано с нашей стороны, но на самом деле есть проблемы и со свалками, то есть складированием бытового мусора, допустим, где-то не хватает урн или там какие-то улицы неосвещенные, где-то, может, на самом деле те же предприниматели не так как-то обслужили, но я бы сказал бы, что за последнее время улучшается инфраструктура, создаются благоприятные условия для того, чтобы можно было отдыхать, и мы с вами видим из года в год те люди, которые отдыхали, и я еще раз повторяюсь, туристы возвращаются, то есть повторяются. Есть люди, которые только предпочитают отдыхать в Республике Абхазия. Те отзывы, которые мы с вами сейчас прошли, над этими отзывами мы тоже работаем. У нас есть отдел информации и рекламы, также аналитический отдел при Министерстве по культуре и туризму. Мы также из года в год проводим соцопросы, изучаем, какими путями добрались к нам, откуда получили информацию, на каком уровне находятся наши курортные услуги, соответствует ли цена или качество. Но мы, проводя опросы, тоже видим, что на самом деле из года в год люди отзываются об Абхазии позитивно. Мы должны делать и создавать условия туристам, чтобы было комфортно на территории Республики Абхазия. Эти проблемы известны нам всем, и над этими проблемами все службы Республики Абхазия работают. Вот цена-качество вы говорили. В ваше исследование что показывает? Соответствует цена-качеству? Ну, в основном по опросам соответствует на сегодняшнее время. На определенном уровне ценовая политика растет на 10%. Можно говорить, что в других курортах, если даже брать в Крыму, в Сочи, цена выше, чем в наших регионах, то есть в туристическом регионе. Я хочу также сказать, вот мы на выставке, когда находились, наши, так сказать, коллеги, другие участники рынка говорили, что мы стремимся к вашим ценам, особенно предприниматели, объекты размещения, которые представляют услуги на территории Республики Крым. В этом плане можно и похвастаться, сказать, что у нас не так уж большие цены, соответствует, цена соответствует качеству. В туристической отрасли Абхазии задействована в основном Западная Абхазия. Но другая часть республики не менее интересна, и в депрессивных районах республики есть потенциал, который можно развивать. Моя коллега Амра Амичба расскажет об этом подробнее. Утапская пещера пользуется все большей популярностью и относится к числу экскурсий в Восточной Абхазии. Пещера Утап-Ахы уступает пещере Абрыскила по благоустройству, но никак не по живописности и уникальности. Открыта она в июле 2014 года. К природе пещеры особый интерес спелеологов. По словам гида местного жителя Инала Адлиба, группы исследователей приезжали не раз. Маршрутный путь проложен по 4 основным залам на протяжении 800 метров. Источник лечебных термальных вод в селе Кындык функционирует как туристический объект с 2007 года. Летом здесь нескончаемый поток отдыхающих. Храм в селе Елыр – еще один туристический объект. Сюда приезжают паломники, христиане-туристы в надежде исцеления и духовного очищения. Редко где такое встретишь, столько икон мироточивых. Вообще здесь же чудеса происходят.
Единственный город Абхазии, находящийся в горах, а не на побережье, Тхуарчал. Его курортное значение крайне невелико, однако заехавшему сюда туристу есть на что посмотреть. Окруженный горами город достаточно живописен. Что касается перспектив развития Тхуарчалского района в плане туризма, упор делается на развитие горнолыжного курорта. Туристическая база в Кудорском ущелье «Южный приют» пользовалась большой популярностью. Организовывались пешие прогулки по горной местности. Турбаза после окончания войны пришла в упадок, как и большинство домов отдыха и санаториев в прибрежье района. В советское время поселок Гулрыб славился как одно из лучших мест для лечения больных туберкулезом. В Сухумском районе расположено 5 домов отдыха и пансионатов. Ни одно из них пока не восстанавливается. Следы былой войны ощущаются повсюду. Сегодня широкий рекреационный потенциал Абхазии, можно сказать, в застое. Богатое наследие советской эпохи – лишь напоминание того, что жизнь здесь когда-то кипела. Амрамич Басида Маля Саида Гухава специально для открытого вопроса. Интересно, да, две части Абхазии, одинаковые климатические условия, и вот такой контраст. Как вы думаете, с чем это связано? В советское время в основном коллективные средства размещения, эти пансионаты, дома отдыха, они были построены в Гагрском районе. Хотя возрождение истории курортов и туризма показывает, что первые объекты размещения до установления советской власти появляются в Восточной Абхазии. На сегодняшнее время на территории Восточной Абхазии не развито, то есть санаторно-курортное и коллективные средства размещения, всего там 3 объекта, которые функционируют. Вот город Кварчал, то, что мы с вами смотрели, в советское время пользовался популярностью. Именно там, на территории Дворчели, встречаются радоновые ванны. Это уникальные природные памятники, которые надо использовать, особенно в курортологии. Мы уже, когда занимались изучением кластеров, особенно мы выделили Дворчельский район. Правильно было сказано, что на территории Дворчельского района можно создать горнолыжные комплексы. Если появятся у нас такие крупные инвесторы, то есть надо восстановить и создать Ачамчирский порт, Скурчинский залив можно сделать марину, где будут заплывать яхты. В основном ближе к границе, к российско-абхазской границе, те объекты, которые уцелели после грузино-абхазской войны, и те, которые разрушены были, восстанавливаются, и новые объекты появляются. Мы уверены, что и в Дворчеле, и в Ачамчире в ближайшее время появятся эти объекты. А касаемо объектов показа, на сегодняшнее время в основном выступают наши ранние христианские памятники. Может, посещаемость этих объектов не на том уровне, как можно говорить, как в западной части, когда объекты показа, которые располагаются. Мы, когда встречались с президентом, он сказал, что приходят инвесторы, и многие инвесторы проявляют интерес к Республике Абхазия. Первым долгом будут предлагаться те зоны, которые мы сейчас с вами увидели. И мы считаем, что эти зоны надо реанимировать и создать необходимые условия. Они не хуже, то есть тех зон, которые сегодня мы эксплуатируем. Для этого все рекреационные ресурсы есть. Надо правильно привлечь инвесторов, создать условия, и над этим мы сегодня работаем. И я думаю, что и в ближайшее время мы увидим комфортабельные, современные объекты размещения на территории Ачамчирского района, Дворчельского района. Можно развивать и археологический туризм, и экотуризм, те же круизы, о чем я говорил, создавая марины, то есть на территории Абхазии, наше видение это все сегодня. Планируется в ближайшем будущем? Ну, это есть генеральный план развития тоже. Туда войдет, да? Да, Гипрогором, то, что разрабатывалось. Наши экологи нам рекомендовали, какие зоны можно, в каких кластерах, какие условия можно, какие виды туризма можно развивать. Это все уже есть. Ряд нормативных документов надо принимать еще. Ряд законов готовится. Я думаю, что и в ближайшее время будут представлены в парламенте, и в парламенте будут рассматривать эти законы для того, чтобы инвесторы могли приходить и развивать инфраструктуру, которая сегодня у нас разрушена в Восточной Абхазии. Как известно, в Абхазии стал развиваться еще и зимний туризм. Как в этом направлении вы работаете?
Ну, мы с вами в основном пока обсуждаем проблемы, связанные с инфраструктурой. Первым долгом это электроэнергия, на каком определенном уровне будет. Если мы создадим условия для развития электроэнергии на территории Республики Абхазия, и зимний туризм будет развиваться. Зимой в основном к нам люди приезжают с однодневным визитом. Это те люди, которые отдыхают в городе Сочи. Это на Красной Поляне и на Имеретинской бухте. Речь идет о пару тысяч людей, максимум там 5000 человек, которые могут размещаться в коллективных или в индивидуальных средствах размещения. А когда мы говорим, что их больше стало, мы имеем в виду с однодневным визитом, то есть экскурсанты, которые посещают наши объекты показа. Туристические фирмы говорят о резком росте интереса к Абхазии у российских туристов. Я предлагаю сейчас посмотреть, что говорит об этом директор одной из частных турфирм Абхазии Апсуа Тур Экскурсии. Количество туристов, которые желают приехать в Абхазию, увеличилось в разы. Связано это, во-первых, с сложившейся ситуацией в мире политической, связано с повышением курса доллара по отношению к рублю. Помимо этого, надо отметить, что курорты Абхазии привлекают из-за необыкновенной природы, из-за, наверное, низкой цены отдыха. Ну, еще нужно отметить, что русские туроператоры, российские туроператоры, им в связи с, я говорю, с обстановкой, которая сложилась, они начинают налаживать отношения именно с Абхазией. И внутренний рынок свой, Краснодарский край тоже проявил большой интерес. Помимо этого, в Абхазии, естественно, тоже увеличилось количество желаемых посетить. Нужно еще сказать то, что мы работаем с такими одними из крупных турфирм в России. Бронирование туров, они увеличились по 1,5 раза уже на сегодняшний день. Если о прошлом году говорить, то нужно отметить, что количество туристов тоже было немалым. По сравнению с прошлыми годами, мы работаем с 2004 года, для нас прошлый год был один из лучших годов. Нам, в свою очередь, необходимо, соответственно, подготовиться к сезону, то есть это улучшить по возможности состояние наших мест отдыха, то есть это береговую зону, это инфраструктуру по возможности по чуть восстановить. У нас есть возможность за несколько лет которые проявить себя с лучшей стороны. Если, как говорят представители турфирм, настолько возрос интерес к Абхазии, в состоянии ли наша республика принять такое количество туристов? Но прежде чем ответить на счет рекреационной нагрузки, хотел бы сказать, на самом деле правильно подметили, это первым долгом те события, которые происходят вокруг Российской Федерации и внутри Российской Федерации, то есть на туристском рынке. Также хочу сказать, что потоки увеличиваются, такие как крупные операторы, как Библиоглобус, Coral Travel, Pegas Touristic и другие операторы зашли на абхазский рынок. И не только на абхазский рынок, они зашли на рынок, то есть на Черноморское побережье. И сегодня с появлением таких крупных игроков туристские потоки увеличиваются. Пропускная способность Республики Абхазия тоже увеличивается. Если в советское время в Республике Абхазия в коллективных средствах размещения отдыхало 535 тысяч, это по статистическим данным 1986 года. В последние 2 года мы видим, что глубина продаж и бронирования увеличиваются. Такие месяца, как июнь, май и сентябрь, также становятся востребованными месяцами для участников туриндустрии. Наша задача максимально создать условия и сделать так, чтобы турист не 10 дней отдыхал, а больше создать надо, возродить санаторно-курортное дело на территории Республики Абхазия, возобновить эти санатории, построить эти больные лечебницы, то есть те, которые у нас на консервации находятся, то есть другие досуговые площадки создать. Наша рекреационная нагрузка, когда мы говорим, там где-то чисто, если рассматривать туристов, мы на сегодняшнее время можем принять до 1,5 миллиона человек. А экскурсанты
Все зависит, какое время объекты размещения и будут загружаться в муниципальном образовании города Сочи. Астамур, спасибо вам за беседу. Там, где созданы хорошие условия для отдыха, посетителей больше. За качественные услуги туристы готовы платить. Жесткая конкуренция на рынке туристических услуг требует постоянного обновления сервиса. Иначе Абхазия может оказаться в хвосте туриндустрии. С вами была Нала Мукба. До следующей пятницы.